Наследственная администрация муниципального образования Мигюнский наследие Хангаласского ВУЗа информирует вас о частичном выполнении перечня поручения первого президента Республики Саха-Якутия по итогам первой инвестиционной формы по развитию для ближайшего развития. В 2020 году на территории муниципального образования Мигюнского наследия было построено 3 круглогодичных предприятия в целях развития умного земледелия по следующим направлениям. Развитие клубники. Индивидуальный предприниматель Киснопонтова Марьяна Романовна выиграла грант «Агростартап» в 2019 году. В данный момент идет строительство. В декабре должны заканчивать. И теплица будет всего посажено 1100 кустов по системе гидропоника. И будут трудоустроены 2 рабочие места. А также на 2-м и на 3-м теплице будут разведения овощей. Это огурцы, помидоры, капуста, перец сладкий и острый, а также лук, батун. И и будут выведены весной рассады для весенней продажи населению. Этим направлением у нас занимаются Захаров Дмитрий Иванович и Винокурова Мария Михайловна. А также наследие в личных подворьях развивается скороспелые виды животноводства, это птицеводство. Этим делом занимается у нас семья Варовских активно, разводе домашних птиц. На сегодняшний день на зимовке оставили 72 барана на полку. Да? Ежегодно производят инкубацию яиц. В декабре месяце начинают инкубацию домашних яиц своих, куриц. Да. В среднем в год выход составляет 700 голов молотника. И с марта месяца уже производится продажа молотника для населения. С 2019 года функционирует производство кондитерских изделий в малом бизнесе у нас. Активно занимаются тоже семьи, да? Петрова Евдокия Ивановна и Кельсева Сарглана Дмитриевна. Они производят кондитерские изделия, как торты, пирожные, печенье, и выпускают продажу в Покровске и ближайшем населению. А также в этом году на базе наследственной бани открыли салон красоты. Там выставляют услуги парикмахера, визажиста, режим работы с 9 до 21 часа. Предоставляется услуга населению. В 2019 году начала работу индивидуальный предприниматель Борис Михаил Семенович, мясной цех по изготовлению мясных полуфабрикатов. Ассортимент составляет 7 наименований: пельмень, тефтели, розочки мясные, гёдзе, голубцы, холодец, лапша. И осуществляет доставку населению села и поставляет в магазине села Покровск и города Якутска. А также в Мигюнском наследии круглогодично обеспечивает доставку бутилированной питьевой воды. Этим делом занимается у нас индивидуальный предприниматель Пермяков Владислав Пастакович. Организация Хангалас Аква называется. У нас в последние 3 года ежегодно в среднем регистрируется 5 индивидуальных предпринимателей, и каждый открывает в среднем 3 рабочих места. На сегодняшний день это движение продвигается благодаря гарантированным государственным программам, таким как социальный контракт и грант Центра занятости населения. А также со стороны муниципального образования Мигюнского наследия начинающим предпринимателям оказываем поддержку имущественного характера. Это у нас с 2015 года функционирует бизнес-инкубатор. Мы там по возможности запускаем их для работы.
У меня вот вкратце все. Спасибо, Наум Васильевич. Ну, за 1 год после проведения, ну, считаю, что, значит, работа проведена, но, сами понимаете, работа должна еще, значит, еще сильнее проводиться, да. Но, в принципе, начало это и есть, тем более за 2019 год, то, что вы отчитались, уже есть результаты, это отрадно.